Все, кто дошел до финала, до полуфинала, это уже герои. Но, несмотря на это, все-таки тяжело покидать проект на последнем этапе, перед финалом. Кому выпадет эта тяжкая доля, вам решать. На сцену приглашается Эльмира Калимуллина. Номер для голосования 05. Я хочу, чтобы мы остались дружной командой, чтобы мы просто получали удовольствие сами от того, что мы делаем, и дарили эту радость другим людям. Когда Нагиев произнес мою фамилию, все, взрыв эмоций. Эльмира Калимуллина. Это настолько неожиданно, это настолько шокирующе, и это настолько приятно. Это такое счастье знать, что то, что ты делаешь, находит отклик зрителей. На этом этапе я пою замечательную, красивейшую песню «В горнице». Она мне очень близка, потому что в ней присутствуют и народные нотки, и можно немножко поэкспериментировать. В горнице моей... Не, мне не нравится, как ты в горнице поешь. В горнице проще. Мне безумно нравится, как она себя подает. Она очень женственная, она очень такая загадочная, и в ней есть изюминка такая. Вот я ее не раскрыла вот до конца. При этом с таким очень обаятельным достоинством она все это делает. Она такая эталонная девушка. И в жизни она такая же приятная, она приятная. Хочется еще больше раскрываться для зрителей. Ну, естественно, хочется пройти финал. Это даже не обсуждается. И это нормально. Red Room опустел, потому что до начала прямого эфира остается совсем немного времени. Вот только Эльмира Калимуллина решил к нам заглянуть. Эля, ну что, волнуешься? Ой, я очень волнуюсь. Почему-то прям буквально остались считанные минуты до прямого эфира, и меня прям андражирует. Ну, надо как-то собраться. Прям что-то переживаю я. Ну, я так смотрю, что тебе очень понравился образ прошлой программы, где вы с Пелагеей пели песню, и ты решила продолжить в этом же духе, да? Ну, я не пела на этом проекте давно уже песни на русском языке, и этот образ такой очень природный. Я бы не сказала, что он народный, он именно от природы идет. И я постараюсь донести именно всю женскую сущность, именно вот все стихи, всю... Ну, все воспоминания детства, наверное. Хотелось бы, чтобы зрители это почувствовали. Мне кажется, это специально было сделано на то, чтобы зрители голосовали. Все-таки народные мотивы, да? Скажи. Ну да, мне очень нужна и очень важна ваша поддержка, потому что для меня это очень важно, и я стараюсь все-таки оправдать все ваши надежды и не подвести вас. Скажи, пожалуйста, а костюм у тебя не из шкафчика Пелагеи ли? А это маленький секретик. Ну, почему? Это из специального сундучка. Но на самом деле Пелагея и ее мама Светлана участвуют вот во всем, во всем. То есть только их рука. Так что тоже можете лицезреть костюм, сделанный именно руками мамы Светы. Да ты что, правда? Это правда. Надеюсь, принесет тебе удачи. Я очень на это надеюсь. Ну, расскажи о сегодняшнем дне, как он для тебя начался, и что ты будешь делать после эфира? Ой, начался он с того, что я начала встречать маму, потом приехали мои друзья из Питера. Это было очень неожиданно, и я счастлива, на самом деле, что у меня такая поддержка. Репетировала, у меня в голове только это музыка, образ. И приехав сюда, у нас репетиции, прогон. И что-то я прям не знаю, я прям волнуюсь, честно. Смеюсь. Все, собралась. Ну, а какие планы после эфира? Выдохнуть и сказать ура. Жду определенных эмоций, конечно же. Ну, посмотрим. В общем, все будет зависеть от того, как проголосуют телезрители, я так думаю. Ну и от того, как я сделаю, так скажем, всю эту песню на сцене. Я постараюсь донести весь образ, чтобы сама
так скажем, ну, самой было приятно от того, что я нахожусь на такой превосходной сцене, и, ну, это счастье. Эля, не будем тебя отвлекать, иди, входи в образ, Спасибо. собирайся, удачи, вообще ни пуха, ни пера. Голосуйте. Горнице моей светло, это от ночной звезды. Ладушка, возьми. Не надо. Или это ведро? Ты чуть не... Это ведро? Коромысло. Молча принесет